я буду говорить на белорусском. Это значит, что я не буду говорить на белорусском. Я постараюсь говорить на белорусском. Извините, белорусы, которые здесь присутствуете, ну, что будет, будет. Хорошо? Ну, это знак уважения. Для меня это очень важно. Шановні представники державних уладів Республіки Білорусь, передусім Спадарина Олена Купчина, Спадарина, да? Ну, Спадарина, вот. А вот. И Спадар министр культуры. Но Олена, особенно наместник министра замежных справ, товарищ Ябаш, особо наделенная надзвичай высокими человечными и профессийными якостями. Поважание представники дипломатичных миссий, особливо ваша экселленция, спадар посол Александр Суриков, дуаен дипломатичного корпуса. Ваша экселленция, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский и старшиня конференции католических бискупов у Беларуси. Ваше Преосвященство Владыка Серафим, вот, епископ Бобруйский и Биховский, наидостойнейший представник Белорусской православной церкви. 29 червня 2012 года у моей першей промове, з якої я звернувся до представників дипломатичного корпусу, акредитованного у Республіці Білорусь, я процитував вірш сучасної білоруської поетки Валерії Густової, який б хотів узгадати ще раз. Ля апошняй кветкі лётаў трапяткі матылёк. Ён нават не спрабаваў сесці на яе. Пэўна, баяўся зламаць кволую сцябліну. Раптам неба ўздыхнула і пайшоў дождж. Адна буйная кропля збіла знясіленага матылька. Праз 3,5 гады, калі я завершаю мою миссию апостольского нунция у Республіці Беларусь, мой сердечный успомин переносит меня в атмосферу тих дней. Это был час глубокого непоразумения и изоляции поміж країнами Заходу и Беларуси. Я был скерованный сюда святым посадом для того, когда помогчи мотылку не снесилиться, не глядячи на кропли дождю. Сегодня я могу сказать, что эти мотылек, в образе якого я бачу белорусский народ, отчуваю себе мощнейший. Проблемы усё еще застаются, але змянилась атмосфера. Кроплы дожди уже больше не являются такими небеспечными, а на дальногляде нават пробывается солнечный промень. Вядзецца конструктивная размова, часто нават диалог. Принципы застаются важными, а не мы можем обмерковать их ожитворение на практике. Это было достигнуто нашими совместными помаганнями. Шановні представники белорусских державных уладов
і дорогі мої колеги-дипломати, а так само дякуючи намаганням многих інших людей доброї волі з усього світу, у тим ліку і вірників, які за це молилися. Матильок не усприймає тільки огульні обміркування вокруг себе. Він відчуває себе міцнішим, дякуючи той теплини, що його отуляє. Матильок зазвичай виглядає вельми прихожо. Але ж наш матильок призвичаюся до того, що вельми мало хто, коли так чоловік наогул знаходиться, поглядав на його з любов'ю. Безконечний дощ створив для його велику небезпеку. Часто краплі збивали його, амаль до смерти. Дозвольте мені виказати ці почуття словами ще одної білоруської поетки Валентины Аксак. Саджу ремонтантные ружи, але ніхто не приходить дивиться на їх недутейшую гожесть. Шию фасониста сукню, але ніхто не приходить дивиться на мою стрункостанность у ёй. Пяку задушевные драники, але ніхто не приходит дивиться на гостинность мою невымовную. Мама с дядами. Мне здається, тяжко больш трапно виказати самаусприймання білорусів. І дякую за ці сумісні намагання. Хтось ще прийде, як покаштувати драників. Это и есть степень унеса дипломаты. И мы гоноримся, коли он может быть опять поэтами, а не только смещенный на банковском рахунку. Сегодня моя миссия тут завершена. Але она розпочинається у іншій країні з новими викликами. Это тільки звітання. Давайте ж будемо працювати так, щоб знову не опинутися у темряві. Давайте зробимо це діля мотилка і діля смаку драників, якими нас так гостинно почастували. Дякую вам за приязність і за працю. Поспіхів вам і усього найлепшого. Бог нехай благословить усіх вас. Your Eminence, dear Claudia, ladies and gentlemen, excellencies, dear friends. Your Eminence, if you permit me, I will be very much informal, like we always do with you. I haven't prepared my speech, but I would like to note that you, Your Eminence, with your activities in Belarus, you created quite a number of stories here. And I would like to specify the three most important stories I will never forget. First one, of course, this diplomatic story. Diplomatic story of a new opening for my country, about you who always is taking care about the country you are working for and working in. This is about our very big appreciation of your professional activities, and all this was quite explicitly
underlined by the President of the Republic of Belarus during his meeting with you just a few days ago. And very shortly, in a few hours, you will be listening, I'm sure, for another words of appreciation coming from my minister during the meeting of my minister with you. So, this is one thing, this is very important. We really achieved a lot jointly by sharing, by taking care, not only about ourselves, but about each other. Second story, this is religious. I'm an Orthodox, but I would like to pay big tribute to your activities in the religious field, and namely your contribution to the development of the Catholic Church in Belarus, in bringing our Catholic Church in line with the expectation of Belarusian people, with the inner feelings and aspirations of Belarusian Catholics, who will never forget it, I'm sure, and who will be always proud of the very big friendship you managed to establish with Catholic community of Belarus, a European nation, a member of the big European family. And the last story, but not least, and for me is the most important one, it is human, of course. It is even private, because it is about friendship as such. And this is the reason, because it's very difficult to let you go. By all your activities, professional, human, religious, you were always recalling us that the God, it is about love. And this is what we here in Belarus are very much in demand of. Within the society and among the members of the international community. You just mentioned that your mission to Belarus today is coming to an end. It is finished. But this is true only to your professional mission, to your diplomatic mission. I'm honored to be a friend of yours. I'm honored by the fact that we are friends. And this is why you will always be together with us in our minds and in our hearts. And the only thing I'm just hoping for that you will be coming to Belarus quite frequently. So thank you very much for everything. Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня мы имеем честь присутствовать на прощальном приеме нашего коллеги посла Ватикана. Я должен сказать, что руку священнослужителя или благословления мы чувствуем гораздо чаще, чем вот такое приятное событие, как такой собеседник, общительный, хороший, толковый, который уважает обычаи той страны, где он ведет свою миссию, и уважает традиции народа. Это не часто встречается, и я благодарен господину Нунцию вот за эти качества, которые он продемонстрировал в работе с нами. Это пример, в общем-то, и вообще в работе в своем служении на белорусской земле. И традиционно хотел бы от вашего имени вручить нашему коллеге картину от имени дипломатического корпуса, пожелать ему здоровья, счастья, успехов и счастливого служения в новой стране, как мне кажется, тоже славянской Украине. Успехов, здоровья и счастья!